Фундаментальный научный труд башкиры обсуждали на научной сессии в форуме краеведов в Уфе. Обсудим главные заявления прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Елена Данилко, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, я думаю, что многие телезрители, так же как и я, не знают, в чем основа фундаментального труда башкиры, который вошел в серию «Народы и культуры» и был выпущен в 2016 году. Да, расскажите, пожалуйста, в чем его особенности и вот что могут узнать оттуда жители республики? Том башкиры является частью большого многотомного проекта серии «Народы и культуры», который готовит Институт этнологии РАН, в котором я работаю. И, как правило, такой труд делается совместно с местными институтами, с какими-то научными учреждениями, там, где, собственно, все авторы, большая часть авторов в такого рода томах являются специалистами по культуре того или иного народа. Том башкиры был задуман уже давно в этой серии, еще Раилем Гумеровичем Кузеевым. Он должен был стать главным редактором этого тома, и началась вести, работа по тому уже началась, но, к сожалению, не была закончена в связи с болезнью Раиля Гумеровича, его уходом. Поэтому работа была надолго заморожена. И в конце концов, все-таки мы к этой мысли вернулись. Том был подготовлен. В чем его особенность? Это комплексное исследование, большой фундаментальный труд, который подводит своеобразный итог истории знания, собирает комплексно знания об истории и культуре башкир, начиная от этногенеза башкир, от происхождения. В нем большие разделы посвящены языку, демографическим процессам современным и тем, которые происходили в древности, в Средневековье. Это отдельные разделы посвящены самым разным аспектам культуры, таким как одежда, традиционный костюм, традиционная пища. И, конечно, том – это не такое архаичное собрание знаний, он, конечно же, доводит всю информацию до современности, поэтому большие разделы посвящаются именно современным процессам в Башкирии, современной литературе, театру, живописи, то есть всем тем аспектам культуры башкирской, которые до сих пор актуальны и интересны. Вот особенность тома, я думаю, в его комплексности, многодисциплинарности. В его составе было более 40 авторов, что само по себе превращает труд уже в такое очень интересную коллективную монографию, где можно узнать много о башкирах, в целом ознакомиться с его историей и культурой. Вот такой том. Ну, это как раз тот случай, когда, наверное, лучше, чем 100 раз услышать, 1 раз увидеть, прочитать. Да, тем более там есть что посмотреть, потому что том богато иллюстрирован. В него, наверное, такой особенностью именно этого башкирского тома явилось то, что включенные в него более 600 иллюстраций, они до этого не публиковались. И были использованы архивы Кунсткамеры, архивы частные, региональные какие-то фотографии. Поэтому, естественно, полевые архивы, так называемые, этнографов, то есть те фотографии, которые, во-первых, интересны с архивной точки зрения, с другой интересны, потому что они сделаны здесь и сейчас. Например, вошли фотографии австрийского исследователя Элизабет Афнер, которая много лет работала в Баймакском районе и оказалась прекрасным фотографом. Поэтому действительно том приятно держать в руках, его не только интересно читать, его интересно смотреть, листать и знакомиться с культурой. Да. Вы уже назвали имя Раиля Кузеева. Вот чувствуется ли научная преемственность, да, вот на научной сессии, которая прошла в Уфе, ну и на форуме краеведов? Конечно, безусловно, так как вот прошедшая сессия, она уникальна в том плане, что она связывает, как бы проводит такую нить с сессией, которая состоялась 50 лет назад, в 1969 году, и как раз инициатором, организатором, одним из основных организаторов был Раиль Гумерович Кузеев, и это была веха, это было начало, даже не постесняюсь сказать, башкирской науки, то есть науки о башкирах, об изучении этого народа, потому что вот когда мы учились в университете, все наши лекции начинались со ссылок на те тома, которые вышли после этой научной сессии. Она объединила основных исследователей со всей страны, тех
тех исследователей, которые занимались историей башкир, этногенезом, этнической историей. Поэтому это была веха. И нынешняя сессия, она, с одной стороны, подвела некие итоги, произвела ревизию, что же произошло после тех 50 лет, как развивалась наука. Наверное, что произошло? Появились новые исследователи. На небосклоне исследовательском появились новые имена. Появились новые направления исследования, потому что вот нынешняя сессия, что было отрадно, очень большой блок вопросов был связан как раз с современными процессами, которые тоже не завершаются, мы не можем, даже будучи историками, все время направлять свой взгляд назад. Мы должны понимать, как эти исторические процессы отзываются сегодня. И то, что на форуме уделялось большое внимание современности, это было очень хорошо. То есть это еще, наверное, очень важно понимать, что наука, она развивается поступательно. Каждое следующее поколение исследователей добавляет что-то новое, что-то свое, предлагает какие-то новые ракурсы, взгляды на проблему. И это, с одной стороны. С другой стороны, это еще и дань уважения нашим коллегам, которые заложили фундамент исследования башкир, и дань уважения тем людям, которые стояли у истоков: Раиль Гумерович Кузеев, Нияз Абдулхакович Мажитов. Это вот все наши учителя, на которые их книги не стареют. И одновременно радостно то, что появляются исследователи, которые продолжают это дело. Поэтому, конечно, форум очень важен. Елена Сергеевна, что писал Раиль Гумерович о двойственной этнической идентичности? Раиль Гумерович был человеком эрудированным, разносторонним, человек такого энциклопедического склада ума с мировым именем, поэтому он избегал всяческих таких искусственных, что ли, конструктов. Он говорил о том, что любой этнос, этническое образование или этническое сообщество – это всегда процесс, что нельзя зафиксировать раз и навсегда нечто, какое-то явление, и в том числе этническая идентичность – это тоже живое явление, живой процесс. Она может быть двойственной, она может быть разнообразной, она может меняться в зависимости от политических процессов, исторической ситуации, в конце концов, от процессов этнокультурного взаимодействия. Вот мы все знаем, что в Башкирии очень много смешанных семей, и порой бывает так, что человеку сложно в принципе определить свою этническую идентичность. Я могу сослаться на свой пример. В моей семье у меня мама татарка, а папа украинец, поэтому мне всегда тяжело дается вопрос, кто же я вот в этническом плане, потому что я ощущаю себя частью и той, и другой культуры. И Раиль Гумерович, он, конечно, говорил о том, что нужно этнические процессы рассматривать более гибко, не привязывать их к каким-то жестким конструктам, потому что вот такие привязки, они ведут неизменно к конфликтам. Нужно понимать, что вообще этничность – это очень сложный момент, который может иногда очень нехорошо использоваться в политических целях. И он призывал, конечно же, избегать таких обострений. И я думаю, это правильно. Нужны ли такие площадки, как форум краеведов, вот здесь в Уфе, да, и как вы оцениваете опыт республики? Безусловно, нужны. Потому что мне думается, что очень часто опыт краеведов как раз недооценивается. Есть такой, некий академический снобизм, что краеведы, да что они могут там знать, что они могут добавить. Но часто случается так, что мы знаем фундаментальные работы, которые были сделаны, написаны в свое время краеведами, и удивляемся их как раз глубине. И думаю, что профессиональные историки, люди, которые занимаются профессиональными исследованиями, они мыслят концептуально, и вот иногда в поисках вот неких таких концепций и идей они могут упускать некоторые детали, которые никогда не упустят краеведы, с их любовью к деталям, с их скрупулезностью, с их желанием знать, потому что их желание знать очень часто строится на любви к культуре и к истории. И это, я думаю, очень большой плюс, поэтому опыт республики меня может только радовать.
что в республике организовываются такие съезды краеведов, что краеведческая работа вообще поощряется, считается важной и нужной. И я думаю, что этот опыт можно использовать и в других регионах тоже. Это меня только радует. Спасибо большое, Елена Сергеевна. Сегодня гостем программы «Интервью» была Елена Данилко, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с БСТ.